Правительство и Министерство здравоохранения Российской Федерации привыкло решать эти проблемы как-то схематично, как-то очень стандартно, что ли, да? Но у нас есть территории, которые нестандартные. И все, кто сомневается в том, что есть такие территории, нужно чаще ездить просто в эти территории и своими глазами смотреть. Мы сюда приехали не для того, чтобы мы не понимаем, что они есть. Я очень хорошо знаю, что такое север, что такое отдаленные районы. И сам неоднократно бывал в таких отдаленных поселениях и на Камчатке, и на Курилах, и на Сахалине. В Якутии просто интересно было посмотреть еще раз. И самое главное, встретиться с такими же территориями, с соседними, у которых такие же проблемы есть. Я очень благодарен и правительству, и парламенту Якутии за то, что они пригласили сегодня сюда многие соседние регионы, и мы смогли все вместе подумать, порассуждать, поискать аргументы еще раз. И то, что мы решили провести парламентские слушания на площадке именно Государственной Думы, и еще раз более аргументированно, с цифрами, с выкладками, показать, сколько это стоит, как это можно сделать, подумать над различными вариантами. Я сегодня попросил различными вариантами, в том числе и финансирования. Вопрос ведь не стоит о том, надо или не надо. Да надо, понятно, что надо. Там, где есть люди, там должна быть медицинская помощь. Если нет ФАПа, как минимум, там нет, по большому счету, жизни. Для меня, как врача, понятно, нет ФАПа, нет школы, нет развития любого сельского поселения. Это совершенно очевидно. Вопрос, а за чей счет? Ведь вопрос-то главный стоит, за чей счет? Это будет федерация субсидировать и осознанно. Она все будет субсидировать, оно будет частично субсидировать. Тогда в какой части? Тогда за что? А за что не может быть республика? И республика ведь не отказывается сама тоже принимать участие. Но должны быть понятные правила игры. За что мы, за что не мы. Потому что я охотно понимаю, что иногда в этих участковых больницах, в отдаленных районах люди остаются, потому что им просто некуда идти. Другого просто места, ни гостиницы, ничего нет. А нелетная погода там, если там больше половины дней в году, а некоторых и 2/3 бывает нелетные погоды, а куда человеку зимой? Он останется там. И это же понятно, его же на улицу уже не выгонят. Но мы это должны понимать. Это ничего общего не имеет к здравоохранению. Это имеет отношение, к нашим каким-то таким общим принципам отношения друг к другу. Да, в этих местах, наверное, эта республика будет нести. И я думаю, что это будет совершенно осознанно и понятно. Да? Но есть медицинские затраты, когда человек там лежит, тогда это система здравоохранения несет. По тем каким-то общим правилам и канонам. Это система здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования или за счет бюджетного финансирования для простоты организации этого всего процесса. Вот о чем, собственно говоря, мы сегодня рассуждали, думали, как это проще сделать. Проще, логичнее, и честнее, если хотите.